Имя Салавата Юлаева, национального героя башкирского народа, воина и поэта, одного из руководителей крестьянской войны 1773 по 1775 год под руководством Емельяна Бугачева. Его имя популярно и любимо многими и сегодня, будь то башкир, русский, татарин, удмурт, чуваш или представитель любой другой национальности. Народ пронес память о своем герое через века. Салават был еще жив, а о нем и его храбрых воинах пели песни, рассказывали предания, слагали легенды. Большое место в них отводилось силе, ловкости и сообразительности героя. В одной из русских народных песен есть такие строки. «Салават наш был герой, смело он ходил на бой, 3 кольчуги надевал и к кунгуру подступал». На Южном Урале бытуют самые разнообразные предания, связанные с местами памятными по крестьянской войне. Например, в Белорецком районе есть камень Бугачева и Салавата. По преданию, на этом камне когда-то стояли вместе Бугачев и Юлаев и высматривали дорогу своему войску. Народный герой, певец родного края, храбрый воин, боровшийся до конца за свободу и волю. Салават Юлаев родился 16 июня 1754 года в Текеево в семье старшины Юлая Азналина. Салават рос молчаливым, задумчивым ребенком. Все на цветочки глядел, да за птичками следил. Отец говорил: «Жена, кого ты мне родила, мальчика или девочку?» С детства Салават любил слушать народные песни, задумчивые, веселые, протяжные и плясовые. Недолго оставался Салават похожим на девочку. Вернулся как-то его отец из похода и не узнал Салавата. Каким крепышом он стал! Очень рано научился он на лошади скакать. А уж какой меткий был! Бывало, летит во весь дух на коне, перегнется, сорвет на скаку цветок, а потом из-под брюха коня с другой стороны вылезет. Очень ловкий был. Коня лихого осадил он крутого, прервав на миг стремительный полет, и сквозь века бросает клич, как будто войска свои к бессмертию зовет. Жил, рос, крепчал в своем благодатном краю Батыр, но не давали жить спокойно враги. Вначале нагайцы налетали, как вихрь, грабили, убивали, а потом русские цари и их слуги принялись разбойничать. Вот и не стерпел народ башкирский, да не только они. Все бедняки поднялись на войну, и русские, и татары, и мордва. Русских бедняков возглавил Емельян Бугачев, а башкир Салават. И ему тогда было всего 22 года. Случилось так, что враги схватили Салавата и его отца Юлая, посадили их в крепость в Уфе, долго пытали, но молчал Салават. Говоришь, в глухую крепость брошен, в заточении сгинул Салават. Путаешь историю, не может умереть подобный Азамат. Помнишь, как царица ликовала, мол, теперь и этого долой, а через века перелетала. Мой народ, ты слышишь, я живой. А сколько мук принял Салават от палачей. Возили их по нашим краям и в каждом ауле плетьми били, ноздри вырывали, каленым железом клеймо ставили и сослали на вечную каторгу в далекие-далекие края. А сослали Салавата, отца и еще несколько бойцов свободы в Эстонию. На каторге Салават пробыл 25 лет и умер там же, в возрасте 48 лет. Мне не забыть об этом дне, когда встречали Салавата. Он въехал в город на коне, затосковав о стороне, где он в бою летел когда-то. И старый млад бегут бегом. Батыров много ли на свете? А где ж ему поставить дом? И призадумались о том все аксакалы в горсовете. Вокруг него поет апрель, герой витка глядит крылато. У ног его цветет метель, и бьется в берег Агидель гудящим сердцем Салавата. Безусловно, хочется отметить знаменитый памятник Салавата Юлаева, который является достопримечательностью нашего города Уфа. Много лет прошло с тех пор, а память народная хранит имя Салавата в песнях и легендах, стихах, памятниках, в
в названиях городов, улиц и дворов. О нем в своих творениях рассказали писатели и поэты, художники и скульпторы, композиторы. Национальный герой башкирского народа занимает достойное место и на полках художников. Я назову самые известные картины художников Башкортостана. Кузнецова «Допрос Салавата», Лежнев «Поиски Салавата», Мустафин «Салават».